Доброго дня, дорогие телезрители! В эти дни, начиная с ноября месяца, мы на эфире телевизионного канала «Якутия-24» стали свидетелями, благодаря, наверное, работе огромной команды, замечательного события, которое называется «Турслет всей семьей». Я с огромным удовольствием начинаю финальную программу цикла «Турслет всей семьей» до 2024 года, где мы будем награждать победителей двух сезонов. Сезона «Зима» и сезона «Лето». Семья Филипповых, Алекминский район. Станиславу 42 года, маме Альбине 36 лет. Работает преподавателями в техникуме. Сын Валентин 15 лет, школьник. Всего в дружной семье Филипповых 5 детей. Семья Васильевых, город Якутск. Глава семьи Николай, 45 лет, инженер проектов. Мама Ольга, домохозяйка. Сын Эрхан, 14 лет, учится в 33-й школе, занимается в кружке скалолазания. Первый вопрос я бы хотел адресовать. Евгений подтвердит, да? Так, Мы же интересно. излазили не только окрестности Якутска. Ты ходил в Магадан, ходил на Аймекон, Да, было дело. другие маршруты и так далее. У нас Якутия – это средоточие туризма, это любая вылазка по ягоды – это туризм, да? Согласитесь, Тимур Юрьевич? Это так и есть. Да. Давайте вы сделайте оценку Якутии туристической вот с высоты текущего момента. Но сегодня Якутия действительно это самый большой регион страны и административно-территориальная единица в мире. 3 часовых пояса, 3 миллиона квадратных километров, тысячи и тысячи километров дорог для автомобильного туризма, бескрайняя тайга, и все элементы туризма у нас присутствуют. Любой вид туризма, который мы видим по телеку, к которому мы привыкли, там, хочется поехать куда-то посмотреть, у нас это все есть. Вот не все наши жители Якутии были во всех наших муниципальных районах. Ну а что говорить, допустим, даже не все были на Ленских столбах, не все были на Синских столбах, не все были в Аймеконе, а там есть что посмотреть. МОМА одна чего стоит. Представляете, какие горы в Момском районе? Это просто нереально. Это надо увидеть, чтобы почувствовать это. И вот у нас 36 муниципальных районов и городских округов, и у каждого есть что показать. Каждый имеет свою специфику. Но сложно одновременно 36 муниципальных районов развивать, поэтому мы их делим по территориальному зонированию. 5 территориальных зон сделали. Центральная, южная, западная, северная. Ну, вот такая вот. И вот уже будем формировать маршруты для того, чтобы в первую очередь жители нашей республики могли посетить нашу республику. Создавать по пути инфраструктуру, это придорожный сервис для автомобильного туризма, это средства размещения, чтобы можно было комфортно переночевать, это сервис, чтобы можно было покушать в каком-нибудь ресторане, кафе. И все это в комплексе дает как бы инфраструктуру для того, чтобы можно было отдыхать. У нас в каждом муниципалитете что-то происходит. Вот каждый, вот, допустим, Эсэхуанхо у нас ежегодно в разных муниципальных районах игры, манчары. И вот, к сожалению, пока только эти моменты привлекают жителей республики, и не все могут туда поехать, потому что ограниченность инфраструктуры. Но мы сделаем как? Мы со следующего года будем в каждом муниципальном районе создавать точку притяжения. Туризм же это не только про отдых, развлечения, это же экономика. То есть вы, когда приезжаете куда-то, вы начинаете тратить деньги, предприниматели на местах начинают зарабатывать больше, они начинают развиваться, они начинают больше налогов платить, и от этих налогов начинают строиться дороги, садики, и идет в целом улучшение качества жизни. Поэтому на туризм вот сегодня глава республики делает очень большой акцент. Есть отдельный стратегический указ о местном производстве и туризме, и мы должны все вместе с вами поверить в туризм и его начать все вместе развивать. Есть же такой стереотипный подход, что бизнес по-якутски – это покосившийся туалетик, там туда-сё и так далее. Но у нас есть пример обратно отрицательный. Приезжаешь на Ленские столбы и думаешь, что приехал куда-то далеко-далеко, а там у тебя высокоскоростной интернет, как ты говоришь. Там очень высокого уровня гостиница с высоким сервисом. И многие удивляются. И самое главное – это вид. Конечно, вот у Ленских столбов несколько видов. Это зимние, летние, дневные, ночные. Потому что каждый момент освещения Ленских столбов
да, вот под время дня, время года, они уникальны. Поэтому они постоянно привлекают туристов на повторные приезды. В советское время все страдали турслетами. Там каждый класс, рабочий коллектив и так далее, они примерно в мае на маевке и так далее выезжали, устанавливали на скорость палатки и тому прочее. И Полевая кухня, костры, Да. соревнования какие-то вот такого соревнования уровня какие-то. организации. И вот эти вот явления, они очень, на самом деле, сплачивали. И еще раз, в то время был такой опыт, люди терялись в тайге, не гибли, да? Они не полагались на навигатор, они ориентировались там по сторонам дерева и так далее, и так далее. То есть какие-то прикладные аспекты, которые давали тогда, я думаю, что надо в условиях нынешних возрождать. Потому что, смотрим, у нас дорога, это связано с риском. Согласитесь? Безусловно. Поэтому мы ввели этап дорога, да, который связан с автотранспортом. Потому что любая семья обладает сейчас собственной автомашиной и путешествует обычно на машине. Мы вводили этапы первой помощи. Ну, без этого вообще, считаю, никак, потому что первая помощь может понадобиться тебе и на дачном участке, и где-то вдалеке от цивилизации, и это просто нужно элементарно владеть такими навыками. Согласен. Мгм. Кстати, печальным открытием было то, что предлагаемые автомобильные Аптечки. они полностью не годятся. Вот всеми вы поняли, да? То, что Штатные там просто- аптечки, да. Это, извиняюсь, шляпа. Возрождать такие явления, как турслеты, в части семейных, в части рабочих коллективов, в части учебных предприятий обязательно нужно. Мы обратились первым делом к агентству по развитию туризма, которые нам предложили замечательные локации для съемок вот этих вот всех видов, да, которые на большом экране у нас происходят. Мария, Я считаю, что очень плодотворное сотрудничество, да. Было не только городские девчата, там еще и испытаны на себе, да, неоднократно. Там туркомплексы, да, снимали, какие активности у нас есть вблизи города, в часе езды и так далее. Более того, я бы хотела добавить вот от себя, это подсвечивает не только вот деятельность, как сказать, нашего турбизнеса, да, турсообщества, что есть, а реально составляется, наверное, такое очень грамотное и хорошее предложение, да, как провести свой досуг. И как Тимур Юрьевич уже сказал, что туризм — это не только отдых и развлечения, это всегда еще и может быть и познавательным элементом, да, вот как турслет в том числе, который мы провели, вы говорите, там аптечка не годится, да, то есть можно на этом уже что-то выявлять, более важные какие-то аспекты, да, нашей жизни и вообще, которые в дальнейшем понадобятся тем же самым юным якутянам, да, они могут себе это подчеркнуть. Поэтому я считаю, что наше сотрудничество не просто плодотворное уже, а даже очень результативные. результативное, да, Да. действительно. Вот это вот меня очень радует, и всех моих коллег в агентстве. И, спасибо вам большое, будем дальше сотрудничать. Спасибо, Мария, за теплые слова. На самом деле, реально, если, Олег, согласись, человек, который с опасностью на «ты», да, с высотой очень дружен, если хотя бы один человек в экстремальных условиях сделает как надо, наложит шину как надо, а не как он может, да, сделает перевязку, чтобы реально остановить кровотечение, мы будем считать, что наша миссия выполнена, да, Олег? Да, все правильно, потому как вообще любое действие в экстремальных ситуациях, когда мы вышли из какие-то пределы комфортной среды, у нас что-то случилось, это уже проблема. И когда человек не сталкивается с этим и не умеет здесь работать, как правило, мы отказываемся брать на себя ответственность. И только человек, который сталкивается с этими проблемами, имеющий возможность, уверен в своих действиях, может взять на это ответственность. Поэтому даже люди, которые умеют делать это, не всегда приходят на помощь. И мы с этим сталкивались. Я очень много пересекаюсь со спасателями, с теми, кто оказывает, учит как раз первой доврачебной помощи, и они говорят об одном и том же. То есть то, что люди на остановке могут упасть и к ним не подойдут. Потому что человек не готов к экстремальным условиям. И вот то, что мы делаем, действительно, мы в рамках безопасности, мы в рамках каких-то объяснений, да, людям даем возможность испытать что-то новое, сопряженное с риском. То есть, но они это переживают, они учатся в этой стрессовой ситуации делать то, что от них требуется, и они понимают, что это возможно.
И в каких-то реальных условиях, когда у них произойдет подобная ситуация, экстремальная и так далее, они будут знать, что они способны в этой экстремальной ситуации делать те вещи, которые они знают. Поэтому это очень важно именно в таком ключе работать, давая людям попробовать выйти за грани их, так сказать, комфортной среды и понять, что экстремальная ситуация ничем не отличается от реальной жизни. Как ты думаешь, формат семьи, который мы выбрали, это правильно? Дмитрий, мне кажется, это один из самых удачных форматов. Дело в том, что действительно, как было ранее отмечено, какие-то соревнования, сборы, они подразумевают участие какого-то одного члена семьи с ребенком. Например, формат семьи, он позволяет людям, семье конкретно раскрыться настолько максимально, что они просто проходят испытания вот на одном дыхании. То есть проходят настолько мощно, быстро, динамично. Мы это видели и в зимнем сезоне, и в летнем сезоне, что просто ты вот стоишь, не ожидаешь, что люди хоп и переплыли реку, например, да, хоп и спустились с горы. Потому что семья — это в первую очередь доверие. То есть когда ребенок доверяет отцу, маме, когда можно положиться на мужа, на супругу, это все позволяет людям как-то мощный такой, дает всплеск, дает какой-то, не знаю, настолько настрой боевой, что они проходят испытания просто на раз. Во-первых, они друг друга знают с детства, можно сказать. Да, по крайней мере, дети знают родителей с детства. Родные, да? Родные, да, как минимум. И они знают свои сильные стороны. Они знают, где нужно кого-то поддержать, где что-то посоветовать. Они уже, не сговариваясь, понимают, что вот это испытание может показать задел папа, а вот здесь ребенок, например, пройдет его более динамично, справится, покажет, как это нужно делать. Где-то у мамы преимущество, где-то у папы. Это большое отличие от команд, сформированных случайным образом на каких-то соревнованиях, когда знакомство, вот эта вот адаптация, притирка. Здесь этого нет, и люди могут сразу в первый же день, в первый же час испытаний приступать вот к такому прохождению. Мне кажется, это прекрасный формат. Если бы мы добавили еще дедушек и бабушек, я думаю, мы бы увидели, как там можно рыбу ловить на иголку и кусочек бересты. Грубо говоря, многое мы могли показать нам люди старшего поколения. На самом деле, когда мы собирали заявки, прошло через нас порядка 40 заявок, да? Порядка 40 заявок, и многие спрашивали, а может ли принимать участие дедушка с бабушкой и внук, допустим, да? Нет, мы говорили, это обязательно должен быть мама, папа и ребенок родной, да? Может ли там дядя, который воспитывает того же подростка и так далее? К сожалению, нет, но еще раз, вот формат можно расширять бесконечно. То есть родные люди, еще раз. И я бы хотел к Николаю обратиться. Николай был, на самом деле, первым человеком, к которому я обратился, поскольку знал, что один из сыновей может показать, ну, скажем так, достаточно хороший уровень на тренировочном стенде. Мы снимали промо во второй школе, и как раз Эрхан и Николай у нас представляли. Ольга стояла там свидетельницей. Я помню разговор с Ольгой, да, которая говорила, ой, наверное, мы нет. Ой, наверное, мы нет. Мы все-таки, потому что здесь, ну, вот они справятся, а я не справлюсь. Николай, а как вы думаете, Ольга справилась? Да, конечно, на все 100%, я думаю. Поэтому действительно на этом проекте как-то по-другому начинаешь смотреть на свою семью даже, да, с другой стороны, в таких реально экстремальных условиях, да, когда вот что-то надо сделать такое, выйти действительно из зоны комфорта, сделать такое, что ну, никогда в жизни не делал на самом деле, да, вот. И поэтому я по-другому даже сам посмотрел на свою семью со стороны немножко, да, тем более вот уже когда смотрели по телевизору, ну, совсем другие ощущения. Раскрытие каких-то качеств, да, вот семьи, конкретно каждого персонажа, мне кажется, это очень классно на самом деле, очень классно, да. Мне знаешь, какие кадры запомнились? Когда вот, смотри сзади, вот Ольга спускается сейчас вот к Николаю, да, вот села, обняла, да, и Николай начнет массировать да, руку, напряженные да, мышцы. которая вообще вот так вот затекла. Все помним параллельные веревки, да? Это было на самом деле очень классные кадры, которые, ну, просто так постановочно же не поставишь. Да, да. Это нужно прочувствовать, просто вот пройти это испытание, и тогда у тебя возникает такой какой-то прилив нежности, вот это хочется что-то сделать для своей семьи дополнительное. Приобнять, Да. просто сказать теплые слова. Потому что Петр Семенович правильно говорил, там были мало отцов, которые дожидались, когда все, мама и ребенок пройдет трассу, да? Они могли сами спуститься Да, и подождать да, там. да. Ну, Николай, он дождался всех. Эрхан, на самом деле, обладая
уникальными для подростка современного, который сидит вот так вот данными, да, ну, прошел трассу мега быстро, да, и скомпенсировал все вот эти упущения, возможно, родителей, тоже был, он не то что полноценный, он в данном испытании был хедлайнером, да? Да, конечно. Но он занимается скалолазанием, поэтому, естественно, он нашим локомотивом был в этом задании. Да, вот как раз самом речь о деле том, так. что кто-то в семье может лидировать в каком-то испытании, а в другом флаг передается, например, участнику, там, маме, да, или папе. А Вот тоже, там- вот, например, тоже приготовление еды. Да, да, вот, Да? пожалуйста. Я сразу пример. бразы отдал в руки супруги. Просто отошел и стал ждать, Да, пока да, приготовится. и у меня костер. Все правильно, конечно. Тем более у меня Ольга, она вяжет гамаки там и прочее, да, вот. То есть я допустил ошибки, Эрхан не допустил, и вот супруга тоже очень быстро это все сделала, поэтому и в этом испытании, насколько я помню, мы тоже первое место заняли. Да, поэтому... Макраме помогает, да? Да, от каждого по способностям, как говорится, поэтому... На самом деле отлично. Узлы это было слабое звено для Филипповых, да, когда они немного посыпались, потому что Петр Семенович, ну, на Наське, или какой там он говорил? Венский да, узел. Венкийский да? узел там Да, был или там Скифовской и так представлен, далее, и так далее. Альбина, в вашей семье что больше всего понравилось в ваших испытаниях? В первую очередь это параллельная переправа. Было очень... Ну, я волнуюсь. Было очень страшно одновременно и, ну, очень интересно. То есть я никогда такое не проходила, вот честное слово, с такой высоты, такое расстояние. И еще ветер этот холодный поддувал. Мы качались, но прошли все, ну, хорошо, нормально, я считаю. Но мне лично еще понравились собачки. Езда на... Гонки на собачьих упряжках, да? Да. Собаки такие. Кстати, один из самых, да, Было таких красиво, да, прикольных красиво, и просто вот так вот как-то душевно. Собачки такие миленькие. Миленькие? Во-первых, то есть понравилось, что все команды справились с заданием. Мы когда в зимнем периоде натягивали переправу, Дмитрий подошел и сказал, что делаете, мне нужны люди, которые должны проходить, это должно быть красиво. В общем-то, мы ввели большую дискуссию на том, что зимняя переправа, она натянута нормально, что все справятся. И тут момент такой, что, в общем-то, убедили, и на нас там, нам грозили кулаком, сказали, если что-то Прокуратура пойдет не так, Прокуратурой, да. то все. То есть, что мы весь проект испортим, и все команды справились. Не все так быстро, но как бы просто у нас есть опыт действительно прохождения, то есть создания таких условий. И действительно, то есть это было эмоционально для многих сложно, потому что высота высокая, вы с ровной земли шагаете, под вами бездна метров 10 высоты, там как минимум вид вперед красивый, а под низом все-таки страшно. Это первый момент, который, ну, как бы запоминается, да, что все-таки все справились. И вообще, как бы, ну, по моей специфике, конечно, веревки. И очень нравится, что все команды отработали с веревками очень слаженно, очень хорошо. То есть ни у кого не было проблем. И многие, кстати, говорили, что им понравилось. Да. Помнишь, те же намские участники, они говорят, слушай, а мне понравилось, я бы... не Можно прочь еще раз, повторить да, еще, повторить. Почему всем понравились веревки? Потому что, еще раз, это тот момент, когда люди выходят из зоны комфорта. То есть разжигание костра, все мы с этим сталкивались. Там какие-то вещи, там те же самые носилки, постольку, там все были в школе, где-то мы с этим сталкивались. Все это как бы сопряжено очень близко. А вот раз и появились веревки, когда человек никогда не одевал обвязку, не ходил по веревкам, даже тот же самый жумар там, и спуск, это новое. Это нужно в непривычной для себя среде что-то сделать. И тут вот возникает этот вопрос, когда все новое, особенно когда оно дает нам эмоции, оно запоминается и нравится. Поэтому такие препятствия надо добавлять. И чем больше у людей будет как раз вот этих вот безопасных экстремальных условий, тем они будут себя увереннее чувствовать в дальнейшем, и это будет еще больше привлекать.
делали ресторанные квесты, мы делали там при гостиничные квесты, фотоквесты, велоквесты. Танцы с и так волками, далее. Танцы с волками. велоквесты. Очень много всего было, да? Ну, нужно знать лимит, предел вот этих испытаний все-таки Да. какой-то должен быть. Но ты помнишь, как Это было- встали, почистили зубки, да? Получили какое-то задание про табагу и еламку, да? И нужно было бежать за куском Непонятно кафеля куда. 2 километра, да? Но я удивился, конечно, от Евгения, потому что он со всеми нами бегал туда-сюда, поэтому мы-то 2 километра, а он 6 или более даже. Чего не сделаешь для того, чтобы Да, все поэтому- прочувствовали этот кайф. Я очень удивился, да, ничего себе, думаю, вот это да, подготовка классная, конечно, да. Мы-то там 2 километра кое-как, да, а тут, ну, я удивлен. Руководитель турклуба, и смотрите вот на его ноги, не смотрите, что они худые, тонкие, да? Мы с Евгением проходили Трансбайкал в 2006 Да, это было замечательно. 9 якутян, Трансбайкал, время. вокруг Байкала, на великах. Тогда инфраструктуры никакой. Абсолютно. Не было, абсолютно, да. Я видел, как Женя падал на Хамар-Дабане, перевалчик такой, метров 1002 высотой, да, и он на полном ходу километров под 60 в час вылетал с Да. велосипеда, приземлялся защищенной головой об щебенку и дальше продолжал, скажем, выполнение маршрута. Да. Это нормальное явление. Ольгу выставить на параллельную веревку, которая под среднего мужчину Там ведь все-таки, рассчитана, да, высота под перила, среднего она мужчину все-таки рассчитана. не такая. Это было жестоковато. Вам как запомнилось вот это вот явление? Это было самое сложное испытание для меня, потому что мне показалось, что веревки натянуты, ну, достаточно далеко друг от друга, поэтому моего роста там особо не хватало. Я висела на вот этой вот страховочной веревке и не двигалась, не могла двинуться, потому что вот эта страховка, она просто застряла на нем, висела. Я висела буквально на нем. И я пыталась руками там подвинуть, как могла, и била по нему, и тянула, и тащила. В общем, к концу испытания у меня рука вообще не двигалась. И вот поэтому муж и массировал, потому что я не могла ни пальцы разогнуть, ни руку поднять. Для меня это было самое, конечно, сложное испытание. Ну и вот испытание со спуском со скалы тоже, там немножко веса не хватило. Там нам инструкторы сказали, надо весом туда падать. А мне веса не хватало. И я пыталась эту веревку сама Вытягивать самостоятельно. вытягивать, да, самостоятельно. Вот. А снизу кричали: веревку не трогать. И я там всяко разно пыталась спуститься, как могла, своим весом. Не, ну еще раз говорю, для любительницы макраме вы отлично справились со всеми испытаниями, Да, которые были. Дмитрий, ведь здесь, получается, люди, которые вышли на параллельной веревке, на спуск, они ведь это увидели вживую только за 10 минут до спуска, грубо говоря. Ведь сколько люди учатся месяцами, курсы вот скалолазов проходят какое-то время. По-моему, он с высоты То есть подготовка же, новичков. ну, это в качестве экстремального аттракциона, а здесь семья пришла на испытание, и их ставят перед фактом: вот здесь вам нужно залезть, здесь спуститься. И вот в этот момент срабатывает какой-то адреналин, и понимают люди за минуту то, что чему обучают неделями, может быть, да, на курсах. Вот это здорово. Но мне больше всего запомнилось упряжки собачьи, гонка на Ты там сидел пассажиром. пассажирам, да. Ну, тогда да. Да, еще раз. И эта параллельная переправа была страшно очень. Я там немножко так, да, ветер еще покачивал. Кстати, еще, да, зиплайн еще. Сколько там, 300, сколько метров было? 430, по-моему, да, метров. да. Это самый длинный зиплайн на Дальнем Востоке. В парке Юрдейл, да, кстати, спасибо Алексею. Переноска раненого... Переноска ранен. Тяжело было вообще. Ты помогал папе, да? Да, помогал папе. А тащили маму, да? Тащили маму. На самом деле, это было одно из самых жесточайших испытаний. Нужно было соорудить волокуши. Волокуши, да. Материала, да? Перевязать 20 метрами веревки, уложить на нее маму, которая изображала из себя раненого, и отец с сыном, они тащили на полкилометра на скорость. Артур Козлов потом говорил: слушай, говорит, я в армии столько, говорит, таскал. А он в морской пехоте служил, да? Я, говорит, в армии, говорит, столько не выкладывался, говорит. Это по ощущениям, говорит, как будто такой ящик с боеприпасом сзади положил и бежишь. Еще в противогазе, говорит. Да, еще
2 броника на себя накинул. Поэтому нагрузки были очень... Это ведь было еще в зимний период, то есть Да, это еще все они осложнялось были толсто сугробами, одеты, да. зимней одеждой толстой, обувью теплой, и это вдвойне было сложнее двигаться просто-напросто. Что-то бы ты хотел пожелать своим ровесникам, которые, возможно, в этом году выйдут на трассу Турслета? Так, ну, желаю, ну, подготовиться к этому, да? Ага. Руки покачать. Руки покачать, все, да. Узлы, да. Узлы заучить как следует, Узлы да, заучить, это верно. Ну и что там? Так, ну и, в общем, удачи. На параллельных веревках на водном этапе ты выступал лидером семьи, да? Вот каково это, когда родители на второстепенных ролях? Когда мама с папой пошли на параллельные веревки, я заметил, что они как-то долго шли. Я из-за этого начал ускоряться. Ну и все. Угу. Петр Семенович промоделировал здесь, на самом деле, вот, он говорит, он же занимается скалолазанием, да, поэтому он постарается скомпенсировать упущение родителей. И он так и сделал. Он так и сделал. Молодец. И когда ты кидал конец, когда родители мимо тебя проплывали на вот этой байдарке, ну, каяк. Каяк, или да, что да, да, там нужно было бросить. И нужно было просто спасти родителей, понимаете? Спасти родителей. Это очень дорого на самом деле стоит. Это такие моменты, которые, ну, пусть в игровой, но да, форме, но они настолько укрепляют, они моделируются. моделируют, укрепляют семью. Я с очень большой радостью хочу сказать, что участники турслета всей семьей 2024 года могут передать привет участникам турслета всей семьей 2025 года, потому что коллеги наши из Министерства труда и социальной защиты, они практически уже объявляют вот этим выпуском набор участников для республиканского конкурса «Турслет всей семьей 2025». Поэтому можно этому моменту просто порадоваться. Давайте мы поаплодируем будущим участникам Турслета 2025. Да, мы ждем их, ждем новых ждем их приключений. в трассах, да. И наступает момент, не ради этого я Тимуру Юрьевичу, на самом деле, просто еще раз, в каком бы формальном виде Тимур Юрьевич не выступал, он для меня остается, на самом деле, одним из зачинателей, одним из единомышленников велодвижения, велотуризма, с которым мы в 2000-х годах начинали. Потом были у него очень многие такие явления, скейт-парк тот же, да, который ты возглавлял. Он нормальный министр. Тимур Юрьевич, я хочу, чтобы ты наградил победителей сезона лета семью Васильевых, многодетную семью Васильевых из города Якутска. На самом деле я даже не представлял, насколько вот глубоко мероприятие, да, вот именно турслет всей семьей, ну, оно очень сильно интегрирует различные вот характеры каждого члена семьи, укрепляют. Я вот послушал, да, и прямо мурашки по коже от того, как это все происходило, особенно как там разминали пальцы. Вы вышли из зоны комфорта. Семья — это тоже работа, над которой каждый из вас работает. И вы вышли из зоны комфорта и растете как семья. И вот в знак этого признания вот, награждаем вас как победитель летнего сезона 2024 года семье Васильевых. Вручается вот такой вот сертификат. Хочу вам пожелать Ура! наступающим Новым годом и вручить вот вам такой вот. Сертификату от наших партнеров, Да. с которыми мы лично работали с Тимуром Юрьевичем, прилагается небольшая денежная сумма, которая будет хорошим подспорьем для семейного отдыха, для того, чтобы вы могли позволить, ну, какой-то кусочек немножко большого расширенного отдыха. Спасибо. И второй момент, Тимур Юрьевич, я предварю еще немного. Семья Филипповых, пожалуйста, вот так вот. Семья Филипповых, они были третьими или четвертыми, кто откликнулся вот на вот этот промо-ролик, да? Угу. И говорю, выходит на связь Стас, я смотрю аватарку, такой мужик суровый стоит, короче, с рацией, там все дела. Я говорю, Стас, ну опыт имеется.
шишки собираем, говорит. Понимаете, шишки собирать, это значит... Женя, да, Это немного неоднозначно, Дима. шишки собираем, я понял, человек сможет, да, он Сможет. потому что шишки собирать, это же нужно уметь найти вот это дерево, да, забраться на него, особым образом обстучать его, чтобы шишки Спина упали. сильная. Да, Понимаете, выжить что при это сборе значит, да? шишек просто-напросто. Да, вот эта фраза, которая, ну, просто была сказана, шишки собираем, она порадовала меня. Вручите, пожалуйста, сертификат от имени организаторов, семье Филипповых. Это победители зимнего сезона. Ну, я тоже тут присоединяюсь к словам благодарности. Ура! С наступающим Новым годом. Вот вручаю вам такой вот сертификат. И хочу, знаете, вот буквально добавить, что в следующем году обязательно такой же турслет мы будем делать. Я сам выходец из такого же турслета. Правда, он не всей семьей. И вот когда вы рассказывали про где-то там узлы не получилось сделать, да? Ну вот я до сих пор умею вязать больше 16 узлов. Я могу определить северо-восток в любое время года. По звездам, по ветру почти что, по муравейнику, по тому, как растет листва. И это на самом деле в жизни пригождается. Я когда машину гнал с Москвы в Якутск, я ехал 14 дней, и у меня что только в багажнике не было. У меня была там такая аптечка, я мог вообще там целый ФАП поставить. У меня было 4 пуховика, несколько топоров, горючее, потому что я ехал в декабре, и с машиной могло случиться все, что угодно. Эта вот подготовка к жизни, она будет вам помогать в дальнейшем решать любые проблемы. А проблемы всегда у всех есть, и вы эти проблемы будете щелкать, потому что вы прошли через серьезнейшие испытания. Тимур Ильич, я бы хотел еще добавить огромное спасибо всем предпринимателям, да, с которыми мы работали лично, которые поддержали наш проект. Без них просто не случилось бы всего вот этого праздника семейного, праздника туризма. Ну, это и Дмитрий Шабагудинов, да, отдельное спасибо, который помог учредить приз. Это Ксения и Виктор Девицкий, которые тоже помогли учредить призы. Это все те предприниматели, которые, пусть в меньших объемах, но помогали нашему благому на самом деле делу. И вот там написано Федерация спортивного туризма, Федерация альпинизма и скалолазания. Вот представитель Федерации альпинизма, да, Федерации спортивного туризма, еще раз говорю, слег в больницу. Поблагодарить на самом деле службы, которые призваны защищать, охранять, спасать. Да. Это медицина катастроф, товарищ Сотников. Спасибо вам огромное за то, что выделили специального человека, который бессменно дежурил с нами все это время, да. прохождения. Да. И службу спасения Республики Саха-Якутия, Иннокентия Михайловича Андросова я лично благодарю за то, что держали прохождение. Вы не думайте, что вот так просто пришли к Диме Аргунову, да, и вышли куда-то на трассу. За вами следила огромная, начиная с страховых компаний, заканчивая службой спасения. Вы были под надежным колпаком у наших инструкторов, под надежной защитой, да. Но вот это выйти из зоны комфорта, я пожелаю всем, чтобы в этом году мы все вышли из зоны комфорта и начали делать что-то, которое нам не присуще в обычной жизни. А я хочу пожелать, чтобы в 2025 году мероприятие прошло еще более зрелищно, более круто, и семьи показали себя так же здорово, как семьи 2024 сезона. Еще раз. Победители зимнего сезона — семья Филипповых. Станислав, Альбина и Валентин. Аплодисменты. И победители летнего сезона — семья Васильевых. Николай, Ольга и Архан. Аплодисменты. Молодцы! Мы от лица организаторов поздравляем вас с заслуженной победой. Очень жаль, что не произошло суперфинала, где вы в условиях турбазы «Ленские столбы», да, сразились бы... Но просто так время было, да, скажем так, достаточно сжато, и мы решили наградить просто победителей сезона. Я думаю, что вы будете рекомендовать всем знакомым о том, что мы приняли участие в замечательном действии, в которое, ну, не было таким опасным, но что-то было такое страшновато, да? Не было таким занудным, но что-то полезное мы обнаружили, да, и не было таким, возможно, запоминающим, но если вы хотя бы запомните хотя бы один момент из того, что происходило на экране, как вы пихали мою машину, да? Дим, я думаю, впечатлений там хватит даже рассказывать внукам этой семьи, то есть однозначно впечатление как вы есть. разжигали костер в зимнем лесу, да? Я думаю, что вот эти впечатления, они и составляют основу нашей жизни. Спасибо, Тимур Юрьевич, что поддерживаете. Еще раз,
на самом деле хорошее начинание, которое полезно. Да, будем дальше реализовывать совместный этот проект. Ловлю на слове. Это программа «Турслет», и мы поздравляем всех наших участников с завершением вот этого нашего цикла, который продемонстрировал, как семьи, вернее, вот две семьи, они стали больше, чем семья, они стали командой. И я помню все переговоры, которые они на трассе говорили там. И я подумал, Валентин, как так может говорить на папу, там, отодвинься в сторону, да? Оказывается, можно. На трассе можно. Да. Как Эрхан говорил, что-то они плохо прошли, да? Я не знаю, кого он адресовал, но потом он очень быстро скомпенсировал благодаря своему умению. Так держать. Вот и завершается наш телевизионный цикл «Турслет всей семьей», где 7 команд выполнили сложнейшие задания зимнего и летнего сезонов, проявили себя как опытные туристы, смогли сплотиться и стать чем-то большим, чем просто семья.